Бисмилля, альхамдулилля, ассаляту вассаляму аля расулилля, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня у нас первый урок, онлайн урок, в связи с ограничениями посещения мечети, дорогие братья, мы уже больше внимания будем обращать на онлайн уроки. Альхамдулилля, то, что Аллах Тааля нам дал, интернет, Инстаграм, YouTube и другие средства общения, надо все использовать во благо. И в связи с ограничениями посещения мечети, конечно, это обязательно будет влиять на состояние нашей богобоязненности, наших сердец, потому что мы, альхамдулилля, привыкли кто-то 5 раз, кто-то 4, кто-то 3 раза, кто-то, может быть, 2 или 1 раз в день посещать Дом Аллаха, быть в джамагате. И, несомненно, пребывание в мечети дает огромную пользу, что касается имана мусульманина, его богобоязненности, состояния сердца. И когда мы лишаем сердца человека, лишаем себя посещения мечети, это обязательно будет отражаться на нашем имане, поэтому нам нужно как-то компенсировать все это, и, может быть, давайте вот попробуем через онлайн-уроки. Через онлайн-уроки, потому что вот эта связь мусульманина с требованием знания, с вагазами, с проповедями, с назиданиями, с джамагатом, он должен быть. Он должен быть, потому что если Аллах закрывает перед нами какие-то двери, мы должны понимать, что Он обязательно открывает другие двери. Поэтому давайте, если не можем встречаться каждый раз в мечети, давайте будем встречаться через наши телефоны, экраны телефонов, через компьютеры. Поэтому очень важно сохранить связь мусульманина с требованием знания и с назиданиями. И тем более, когда вот и для детей объявлен карантин, да, многие ученики сейчас уже начнут обучаться уже дистанционно, то есть получается мы все будем дома, и тем более следующая неделя президент объявил нерабочий, то есть большинство будут находиться в домах, а мы должны еще помнить слова Хасан аль-Басри, по-моему, говорил, что иногда связь с братьями, вот, пребывание в джамагате для нас даже важнее, чем связь пребывания с семьей. Потому что наши семьи, они всегда напоминают нам о мирских проблемах, о мирской жизни, а наши братья больше напоминают нам о жизни вечной. Потому что на самом деле, когда ты находишься дома, надо и детям помогать, уроки делать, и жен наших любимых выслушивать, потому что, может быть, есть долги по квартплате, есть продукты нужные, другие проблемы. Так ведь? Сподвижники то же самое делали. Альхамдулилля. Пророк, саллаллаху часами слушал Айшу, радиаллаху анха. Поэтому это все нормально, это все естественно. Но должна быть своя доля общения с братьями. Но так как вот карантин, этого общения не будет или будет очень ограничено, поэтому давайте общаться через вот эти уроки, через насихаты, через онлайн. Уроки поминания Аллаха. И во время прошлой лекции мы с вами говорили о том, что количество прекраснейших имен Аллаха не ограничивается конкретными цифрами. То есть даже если в хадисе мы прочитали, что «Инна лилляхи тис'атан ва тис'ина исман», что у Аллаха есть 99 имен, то и кто их сосчитает, войдет в рай, кто будет их повторять, войдет в рай, это ни в коем случае не означает, что у Аллаха только 99 имен. И в арабском языке мы с вами говорили, что эта форма предложения здесь такова, что, например, у меня есть 99 рублей, которые я готов потратить на то-то, то-то, то-то. То есть у Аллаха есть 99 имен, и кто будет изучать эти 99 имен, будет вникать в смысл этих имен,
и будет их использовать в жизни, будет взывать к Аллаху через эти имена, то он войдет в рай. То есть нужно понимать это так. И мы с вами приводили хадисы, которые указывают на то, что у Аллаха помимо 99 имен есть другие имена, и есть те имена, которых мы не знаем. И не знал даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не знали ангелы. Сегодня давайте поговорим о превосходстве одних имен Всевышнего Аллаха над другими. И вернемся к хадису. «Инна лилляхи тисхатан ва тисаина исман». Воистину у Аллаха есть 99 имен. «Ман ахсаха дахаля аль-джанна». Кто их сосчитает, он войдет в рай. И вот, конечно, мы с вами говорили, что здесь речь идет не просто о повторении этих имен. Там кто-то нашел эти 99 имен, они в книгах есть, да, и просто днем или там по утрам, по вечерам просто чисто повторяет их, произносит эти имена, и все, он будет в раю. Нет, конечно, мы должны изучать, что означает каждое имя, да, и должны всегда это помнить, всегда это использовать. Если мы что-то совершаем, что-то делаем, мы должны понимать, что Аллах аль-Басир, что Он всевидящий. Даже если ты не будешь никому об этом рассказывать, Аллах видит. И ты, если это сделал ради Аллаха, ты знаешь, что Аллах аль-Басир, Он всевидящий. Аллах ас-Самих, Он всеслышащий. Аллах аль-Алим, Он всезнающий. Поэтому не надо знать, чтобы это знали другие люди, да, или там средства массовой информации. Не обязательно все выкладывать в Инстаграм, как мы любим сегодня это делать, да, и ждем лайков от всех. Нет, мы делаем это ради Аллаха, и мы знаем, что Аллах видит. Поэтому много сподвижников, много табигинов, последователей сподвижников, они скрывали свои благодеяния даже от своих семей. Были праведные предшественники, которые в течение десятилетий, это не один-два раза, да, кто-то 20-30 лет идут в риваятах, преданиях, что он постился, то есть соблюдал дополнительные посты, потому что во время Рамадана не скроешь, для всех фарс, и мы все постимся. Нет, они постились, они совершали дополнительные посты, но как они делали? Во время сухура они завтракали, они объясняли своим женам, что, может быть, они не могут вернуться, там у них свои, там есть какие-то проблемы, да, и обед брали с собой. И они давали этот обед неимущим, кормили бедных, да. А вечером приходили на ужин, но на самом деле это был у них ифтар. И даже жена, которая там прожила с ним не один десяток лет, она даже не знала, что он, оказывается, постился. То есть вот они делали свои благодеяния только ради Аллаха. И для них было достаточно, что Аллах всеслышащий, всевидящий. То есть вот это и есть использование в жизни, на практике знания этих имен. Но давайте возвращаемся к хадису. Очень важный момент. 99 имен. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, из всех имен и атрибутов Всевышнего Аллаха выделил 99 и сказал, кто сосчитает эти 99 имен, он войдет в рай. То есть именно обособил эти имена, выделил эти имена. То есть, значит, эти 99 имен, они могут оказаться лучше и выше других. То есть мы как раз сегодня говорим о чем? О превосходстве одних имен над другими. И вот это указывает на то, что действительно есть превосходство. Одни имена могут превосходить, быть лучше, выше величия, чем другие имена. Хотя все имена Аллаха, они прекрасные, и все обладают величием и совершенством. И ученые говорят, некоторые ученые пытаются объяснить, что нет превосходства между именами и атрибутами Всевышнего Аллаха. Но у них, хотя не могут они привести конкретные доказательства на это. И ученые говорят, несмотря на то, что эти ученые,
И эти ученые ищут там доказательства, доводы, что имена, они все одинаковые, атрибуты все одинаковые, и нет никакого превосходства между ними, да? Нет. Ученые говорят, что имена и атрибуты Аллаха, они разные, и они превосходят. Одни имена могут оказаться лучше, величественнее, чем другие. И на это указывает книга Всевышнего Аллаха, Коран, на это указывает Сунна, и на это указывают ученые, и на это указывает здравый разум людей. Давайте посмотрим несколько хадисов, которые служат доказательством этому. Хадис, который передает нам имам Ахмад, Абу Дауд, Ан-Насаи и также Тирмизи, Ибн Маджа. Ученые сказали, что это достоверный сахих хадис, который передал нам Анас ибн Малик, радиаллаху анху, что как-то раз посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сами'a раджулян якуль, то есть он услышал, как человек во время дуа, во время взывания, обращения к Аллаху, то есть один из подвижников, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, услышал одного из подвижников, который делал дуа следующими словами. Аллахумма инни ас'алюк, о Аллах, воистину я прошу у тебя, би анна лакаль хамд, посредством того, что все слова восхваления принадлежат тебе. То есть только, потому что только тебя мы восхваляем. Ла иляха илля ант. И нет достойного божества, кроме тебя. Вахдака. Ты один, ты един. Ла шарика лак. И нет у тебя сотоварища. Аль-Маннан. То есть это одно из имен Аллаха. Аль-Маннан. То есть Аллах, дающий много, обильно. Не просто Аллах дает, а Аллах дает нам очень много. Бади'у самавати валь ард. Но слово бади', то есть Аллах создатель небес и земли. Но слово бади', то есть еще есть слово бид'a, да, однокоренные слова. То есть бид'a это новшество. Когда человек совершает что-то в религии, которую до этого никто не делал, да, и поэтому она отвергнута. А бади', то есть это создатель того, чего не было до этого. Чего не было до этого. То есть небес и земли не было. И Аллах не просто создатель, Он первый, кто создал эти, потому что только Он создатель. И до этого не было небес и земли. Поэтому бади'у самавати валь ард, зуль джаляли валь икрам. Зуль, то есть обладатель величия и икрам, великодушия и щедрости. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, услышал вот это обращение этого сподвижника к Аллаху, он сказал: «Лакад саальта Аллаха бисмихиль агдам». Ты попросил у Аллаха бисмихиль агдам, посредством, через его величайшее имя. Исмуль агдам. Вот у нас много и старых книг, да, у татар, исма агзам китаба, то есть книга, где перечисляются имена Аллаха, исма агзам, то есть это самое великое имя. Бисмихиль агдам, аллави ида ду'я бихи аджаб. То есть это самое великое имя, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, когда к Аллаху взывают через это имя, аджаб, он отвечает. То есть когда к Аллаху обращаются через это имя, он отвечает. Ва ида суиля бихи а'ата. И когда у Аллаха кто-нибудь просит через это имя, то Аллах обязательно даст ему то, что он просит. И в сборниках Абу Дауда и Ан-Насаи есть еще такие слова. Пророк саллаллаху алейхи сказал, во время мольбы пророк саллаллаху алейхи услышал еще такие слова: «Я хайюн, я хайюм». То есть о хайюн, то есть живой, и кайюм, то есть это его жизнь, означает как бы самостоятельный, самосущий, то есть его жизнь Аллаха не зависит от жизни других, а жизнь других зависит от него. Поэтому я хайюн, я кайюм. Вот это первый хадис, который доказывает, что есть бис исмухуль агдам, то есть у Аллаха есть имя какое? Агдам, самое великое имя. Следующий хадис, который передает нам Ибн Маджа, Хаким и другие от
сподвижника, которого звали Абу Умама. Абу Умама, радийаллаху анху, который сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Исмуллахил а'зам», то есть имя Аллаха, самое великое имя Аллаха, «Аллади ида ду'ия бихи аджаб, фи саляси суарин миналь Кур'ан». То есть самое великое имя Аллаха, если человек будет взывать к нему через это имя, он обязательно ему ответит, мы находим в 3 сурах Корана. Это суратуль Бакара, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сура Аль-Имран и сура Тоха. Этот хадис в сборниках Ибн Маджа, Хаким, и некоторые ученые сказали, что этот хадис хороший, с хорошим иснадом, хасан. Это вот 2-й хадис, который указывает на то, что у Аллаха есть самое великое имя. 3-й хадис, который приходит у имама Ахмада, Абу Дауда и Тирмизи. А этот хадис передает нам Асма бинт Язид, радийаллаху анха, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Исмуллахил а'зам фи хатайнил аятайн». То есть самое великое имя Аллаха мы находим в этих 2 аятах. Вот как раз здесь Аль-Бакара и Аль-Имран. Суратуль Бакара – это 163 аят. Запомните, 163 аят, где Всевышний сказал: «Ва иляхукум иляхун вахидун». То есть и ваш Бог, ваш Господь, иляхун вахидун. То есть Бог единый. Ла иляха илляху, и нет божества, и нет никого достойного, кроме Него. Ла иляха илляху, нет достойного божества, кроме Него, достойного поклонения. Хуар рахманур рахим, и Он милостивый и милосердный. То есть ар-Рахман и имя Аллаха ар-Рахим. Это сурат Аль-Бакара, 163 аят. И 2-й, ва фатихат, пророк саллаллаху сказал, и в начале суры Аль-Имран. То есть 1-й, 2-й аяты. Алиф ла мим, Аллаху ла иляха илляху, аль-хайю аль-кайюм. Аллах, нет божества достойного поклонения, кроме Него, и Он аль-хайю, то есть Аллах вечно живой, и аль-кайюм, то есть, мы уже об этом говорили, самосущий, самостоятельный, то есть Его жизнь ни в коем случае не зависит от жизни других, а жизнь других создания зависит от Него. Суратуль Имран, 1-й, 2-й аяты. И вот в этом хадисе также пророк саллаллаху алейхи ва саллям указал на 2 аята, которые содержат в себе самое величайшее имя Аллаха. И 4-е доказательство. Ибн Хиббан передает, что Бурайда, радийаллаху анху, сказал: «Аннаху сами'a ан-набийю раджулян, сами'a ан-набийю саллаллаху алейхи ва саллям раджулян якуль». Как-то раз посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, услышал, как один человек обращался к Аллаху следующими словами: «Аллахумма, о Аллах, инни ас'алюк, я прошу тебя, би анни ашхаду аннака анталлах, посредством того, что я свидетельствую, что нет, что ты Аллах, ла иляха илля ант, и что нет достойного поклонения, кроме тебя». То есть вот я прошу тебя, потому что я свидетельствую, что ты Аллах. То есть кому мне просить, если ты Аллах? Я же свидетельствую, я уверовал, что ты Аллах. Ла иляха илля ант. И нет достойного поклонения божества, кроме тебя. Аль-Ахад. Ты один. Ас-Самад. Ты вечный. Аллади лам ялид ва лам юлад. То есть уже идет суратуль Ихлас, да? Аллади лам ялид ва лам юлад, который не родил и не был рожден. Ва лам якун лаху куфуан ахад. То есть Аллахумма инни ас'алюк би анни ашхаду аннака анталлах, ла иляха илля ант, аль-Ахаду ас-Самад, аллади лам ялид ва лам юлад, ва лам якун лаху куфуан ахад.
И вот когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, услышал это обращение, он сказал: «Лакад са'аля Аллаха бисмихил a'зам». Воистину он попросил у Аллаха бисмихил a'зам, то есть посредством его величайшего имени, аллази ида суиля бихи агта. И когда у Аллаха просят этим именем, он обязательно даст. Ва ида дугая бихи аджаб. И когда к Аллаху кто-либо взывает через это имя, посредством этого имени, аджаб, то есть он ему отвечает. Этот хадис передает Абу Дауд, Тирмизи, Ан-Насаи, Ибн Маджа, Ибн Хиббан. Вот это несколько хадисов, которые, дорогие братья, указывают на то, что все-таки есть превосходство в именах и атрибутах, прекрасных именах и атрибутах Всевышнего Аллаха. Поэтому ученые, они, изучая эту тему, и вот ученые говорят, что ученые ихталяфу фи та'ин исмиль а'зам аля нахуи арба'ина каулян. Ученые говорят, что в поисках самого величайшего имени Аллаха и всех его имен ученые разделились, и существует около 40 мнений. Около 40 мнений. Потому что вот даже те хадисы, которые мы с вами сегодня вспоминали, приводили, они не указывают на конкретно какое-то имя Аллаха. Здесь можно понять, что это Аллах, а где-то Аль-Маннан, Ар-Рахман, Ар-Рахим, Аль-Хайю, Аль-Кайюм. Поэтому даже вот те хадисы, которые мы с вами сегодня успели привести, вспомнить, даже там есть указание на несколько имен и атрибутов Всевышнего Аллаха. Поэтому где-то, например, имам Ас-Суюти приводит около ашрина каулян, вот, около 20 мнений. И вот, если быть вкратце, да, если все-таки большинство ученых и большинство доводов в пользу того, что самое величайшее имя из всех имен и атрибутов Аллаха – это имя Аллах. Это имя Аллах, которого знают все, к которому привыкли все, с которым мы начинаем чтение Корана, с которым мы начинаем все свои благодеяния. То есть это все-таки имя это то, к чему склоняются большинство ученых, да, это имя Аллах. То есть Исмуллах аль-А'зам – это Аллах. Самое величайшее имя Аллаха – это имя Аллах. Поэтому мы даже говорим, самое величайшее имя Аллаха – это Аллах. Потому что в большинстве случаев мы используем именно это имя. И вот хочу привести слова Ибн Манда, имам Абу Абдуллах ибн Манда, в своей книге приводит такие слова, что он несомненно склоняется к тому, что самое величайшее имя Аллаха – это Аллах, который указывает на познание Его сущности, да, и Всевышний захотел, чтобы этим именем обращались только к Нему. Только к Нему. То есть нет никого и ничего больше, который носил бы это имя. То есть это имя Аллах, которое присуще только Ему. Да? И если взывают люди, используя это имя, то все подразумевают только Его. То есть когда люди говорят Аллах, все знают, что это Аллах. И никто иной, кроме Него. Поэтому это желание Аллаха, чтобы люди называли этим именем только Его. И это стоит в начале нашей веры, потому что мы произносим слова «Ашхаду ан ла иляха илляллах», так ведь, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Например, если бы Аллах пожелал бы, Он бы сказал «Илля Рахман», «Илля Рахим», «Илля Самир» и все другие, 99 имен, так ведь, которые нам известны. Нет, «Илля Аллах». Нет божества истинного, кроме Аллаха. «Ва анна Мухаммадан абдуху ва расулюху». Так ведь? Поэтому это стоит в начале имана. На это опирается, это есть столб ислама, первый столб ислама. Так ведь? Это есть слова истины и искренности. И
когда Ибн Манды говорит, когда человека кто-то хочет убить, он просит у того, ради кого, чтобы его оставил живым. То есть ради Аллаха. То есть он говорит, оставь меня ради Аллаха, пощади меня ради Аллаха. Так ведь? И когда мы у кого-то просим, мы просим ради кого, используя именно это имя. Аллах ищен. Ради Аллаха, брат, помоги мне, послушай меня, ради Аллаха. Так ведь? То есть мы же не говорим ради Рахмана, ради Ас-Самира и так далее. Вот это тоже указывает на то, что это есть величайшее имя Аллаха. И фарзы начинаются этим именем. Мы говорим бисмилля. Так ведь, когда, например, тахарат берем, когда мы встаем перед Аллахом, мы говорим Аллаху Акбар и говорим Субханак Аллахумма бихамдик. Так ведь, дуау thana. Когда мы начинаем восхвалять Аллаха, мы говорим Субханак Аллахумма ва бихамдик. То есть ты пречист, о Аллах. Так ведь мы используем это имя. И ваюстааду мина шайтан, когда мы ищем защиты от наущений шайтана, используем какое имя? Ауду билляхи. Мы не говорим бир-рахман, мы не говорим биль-басир, мы говорим ауду билляхи. То есть я ищу защиты у кого? У Аллаха. Билляхи. То есть используем это имя. И именно через это, посредством этого имени, этим именем мы начинаем свои дела, и мы завершаем свои дела. Так ведь? Именно используем. Мы говорим бисмилляхи. Мы когда принимаем пищу, мы говорим бисмилля. Когда мы заходим в дом, мы говорим бисмилля. Когда мы заходим в туалет, мы говорим бисмилля. Так ведь? Поэтому, когда мы начинаем какие-то свои хорошие, благие дела, мы говорим бисмилля. Когда мы начинаем речь, мы говорим бисмилля, альхамдулилля и так далее. Вот поэтому мы этим именем начинаем свои дела и завершаем их. Табарака смуху валя иляха гайруху. И табарака смуху, то есть благословенно его имя, валя иляха гайруху, и нет достойного поклонения, нет истинного божества, кроме него. Вот так мы завершили слова Ибн Манда. И вот поэтому имя Аллаха. Имя Аллаха, и несомненно, это имя, Аллах, включают в себе особые величия, особые качества, которые не имеют другие имена Всевышнего Аллаха. Поэтому одной из особенностей этого имени – «Анна Аллаха юдифу саир аль-асмаи илейхи», что другие имена и атрибуты Аллаха мы привязываем к этому имени. Давайте вспомним аят, который мы с вами повторяли много раз и будем еще повторять. Это суратуль А'раф, ограды 180 аят. «Валилляхи», где Всевышний сказал, «Валилляхи», и у Аллаха, то есть Аллаху принадлежат аль-асмауль хусна, прекраснейшие имена. То есть Аллах не сказал «Валир-рахмани асмауль хусна». У милостивого есть прекраснейшие имена. Нет, Аллах сказал, у Аллаха есть прекраснейшие имена. То есть получается, Аллах мог сказать у Аль-Азиза, у Ар-Рахмана, Аль-Карим, Аль-Куддус. То есть Аль-Азиз, Вар-Рахман, Валь-Карим, Валь-Куддус. Аллах сказал, мин асма илля. То есть Аллах дает нам понять, что все другие имена, будь то Аль-Азиз, могущественный, Ар-Рахман, милостивый, Аль-Карим, щедрый, великодушный, да, Аль-Куддус, святой, священный, мин асма илля. То есть это все из имен Аллаха. Из имен не милостивого, а Аллаха именно. Вот это тоже указывает на то, что именно Аллах, имя Аллах является самым величайшим из всех имен Всевышнего Аллаха. Есть еще ряд других ученых, например, всех не будем приводить, например, Ибн Каим, рахимахуллах, в своей книге «Задуль Магад» говорит, что самые величайшие имена Аллаха – это Аль-Хайю, Аль-Кайюм. То есть эти имена
атрибуты, они были в тех хадисах, которые мы с вами приводили. Да? То есть аль-хайю аль-кайюм. И он объясняет это тем, что, например, сифатуль хая, то есть качество жизни, это, то есть включает в себя, вбирает в себя все качества совершенства. То есть и акайюм, то есть когда Всевышний, когда его жизнь не зависит от жизни других, да, его дела не зависят от дел других, то есть все зависят от него, а он не зависит от них. Это указывает на его совершенство, и поэтому он утверждает, что все-таки самые величайшие имена это аль-хайю аль-кайюм. Но как бы то ни было, вот эти мольбы, слова мольбы, которые услышал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, да, от этих сподвижников, они все-таки оставляют нам открытым этот вопрос для нас, да, что вот там есть разные имена. Там были разные имена. Где-то мы услышали имя Аллаха, да, Аллах. Где-то мы услышали, например, Аль-Маннан, Зуль-Джаляли валь-Икрам, тоже имена и атрибуты Аллаха, да, обладатель величия и щедрости, великодушия. Да. Также мы услышали слова Аллахумма инни ас'алука би анни ашхаду аннака анта Аллах, ла илаха илля ант, аль-ахаду самад. Вспомните часть суратуль Ихлас, да, аль-ахад, то есть Аллах един, ас-самад, Аллах вечный, вседержитель, аллади лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. То есть эти хадисы оставляют вопрос открытым, поэтому, альхамдулилля, мы всегда можем обращаться к Аллаху через эти имена Аллаха и будем надеяться, что Аллах примет наши мольбы. Но наравне с этим мы не должны забывать, что во время каждой мольбы, дуа, когда мы обращаемся к Аллаху с ожиданием чего-либо, с надеждой, да, что Аллах ответит, мы должны понимать, что имеются некие определенные условия. То есть, если мы не будем выполнять эти условия, то какие бы величайшие имена мы не использовали во время дуа, Аллах нам не ответит. Аллах не будет нам отвечать. Потому что мы обязаны выполнить эти условия. Ну, эти условия как бы немножко другая тема, да? Будь то это использование, например, только разрешенных видов пищи. Например, человек может наполнить свой желудок харамным, зная, что это харам, да? А потом может поднять руки. Вот нас, хазратов, имамов, часто приглашают, до карантина приглашали на никахи, на разные торжества, ашларга, мәжлислерга, да. И я помню еще в 90-х годах, когда не было, например, халяльной колбасы, да, мы видели там оливье, зимний салат, другие там, колбасы, мы знали, что это не халяль. Или, например, было время, когда там вся Россия кушала эти окорочка, да, боша. Мы знали, что халяльной окорочки не было. И когда мы видели курицу, и там не 2, а 3, 4, 5, да, ножек, то мы понимали, что это не халяль. И мы просили хозяев, да, мәжлиса аша, чтобы они убирали это. И когда им это не нравилось, потому что они по незнанию, да, даже сегодня прошли, вот сколько, 20 лет прошло, да, 30 лет прошло, но даже сегодня многие не знают, что такое халяль, харам, да, поэтому сегодня мы как бы опережаем, когда нас приглашают, мы уже объясняем, что на столе должно быть вот только то-то, 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 это халяль, это харам, а раньше такого не было. И вот они, конечно, были недовольны, когда он же все-таки хозяйка, она всю ночь готовила оливье, да, там вкусно-вкусно, но мы понимали, что колбаса не халяльная, и просили убирать. И мы как им объясняли? Вот вы позвали нас, чтобы мы, например, там, сделали никахнули ваших детей, да, и вы хотите, чтобы мы обратились к Аллаху с дуа, чтобы Аллах благословил этот никах, принял, да, чтобы этот никах приносил им только счастье, да, и вот вы представьте себе, да, вот сейчас мы заполним свои животы вот этим оливье, этими свиными колбасками, да,
а потом все поднимем руки и будем говорить: о Аллах, дай нам это, дай нам то. Аллах не примет у нас дуа. Как бы мы, сколько бы раз мы не повторяли вот эти 99 имен, да, сколько бы мы не создавали причин, да, вот посредством имен Аллаха используя, да, Аллах не примет, потому что мы нарушили конкретное требование Аллаха. Мы должны использовать только халяльную еду. То есть это только один пример. Поэтому это как железобетонный забор. Дуга выходит от нас и обратно возвращается. Аллах не принимает это. Поэтому, иншаллах, об этом, если будет возможность, об этих условиях будем еще говорить. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, джазакумуллаху хайран. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.